одно дело. Есть, наверное, самый главный вопрос, это моральный, да, я как-то переживу там с этим статусом, да, иноагента, и как-то, может, переживу. Здесь, в общем-то, речь идет о совершенно другом. Вот меня в пятницу объявили иноагентом, это буквально, там, я не знаю, в 4-5 вечера. Уже там к вечеру, к ночи этого дня мне сразу несколько адвокатских контор российских предложили свою бесплатную помощь. Я не знаю, там какая мотивация может быть, но хотя там в документе отчетливо написано, что речь идет об абхазском журналисте и политологе. То есть ни одна абхазская власть до сих пор, ни один министр, ни один чиновник, и никто не позвонил, не спросил, какая помощь нужна. Ну, то есть вообще какая-то помощь нужна или нет, да. То есть вот здесь, наверное, какой-то речь идет о состоятельности, по большому счету, нашего государства, да. То есть, ну, с точки зрения абхазского государства, все люди, которые подпали под эти санкции, нет никаких претензий у абхазского государства. Люди там, кто-то в парламенте, кто-то герой Абхазии, да, там дирижер, там я журналист, тоже какой-то мой вклад небольшой сделал в это государство в развитии. Но, то есть претензий нет. Но при этом хотелось бы, да, там это дело России, можно говорить, что это дело России. Но хотелось бы, наверное, чтобы это государство, вот эти институты огромные, которые мы ходим на выборы, для чего ходим, тоже как бы, чтобы было понятно, что это государство для ее граждан, для того, чтобы они защищали. Да, там заявить, ты не можешь там прийти на место российского Минюста там, или на место российского суда вынести какое-то решение, там, снять или отменить что-то, да. Но ты можешь заявить о своей позиции. Мы этой позиции абсолютно не слышим. У меня там 5 дней прошло. У Кана и у Ливана уже 2-3 месяца эта история тянется. Но мы хотим, чтобы государственные институты, министерства, там все эти службы членораздельно сказали, что эти люди добропорядочные граждане, что мы к ним претензий не имеем, что вот эти причины, по которым там все это, как бы их лишили гражданства, и которые имеют там абхазскую базу, они у нас как бы не квалифицируются как какое-то преступление или что-то. Ну, что-то сказать. Ну почему эта власть молчит? Любая власть, я не говорю, там, без разницы, кого бы избрали. Кстати говоря, и политические партии тоже молчат, я не знаю почему. Да? То есть, я вообще говорю об абхазской состоятельности. Какое мы государство строим? Абриков рада, кровь рада, يجيب احتبشوت انزا حنيد وبريها سقوط وبريد واحد خطس رحمو زوي ابسنح حيت ابصور حيت ابري زياح ابري تشيك حنا خطوه حنا خطو ويتسمى خم يبقاش حسقوط يخفي حمش وزبيح بيتشو حخصو حكونا جوه تبري خطرك قصتوك. Ну, меня это волнует. Я там буду как оспаривать в суде, да, я денег, собственно, не имею, живу скромно, очень скромно, да, помогают мне адвокаты, я выбрал одну адвокатскую контору, да, спасибо ей, она будет меня, вести мои дела. Но мне хотелось бы, чтобы какую-то поддержку, сказал бы, Минюст пришел бы, спросил бы, ты наш гражданин, мы хотим тебе помочь там, да, с какой-то юридической поддержкой, да, то есть там какие-то права, омбудсмен у нас институт есть, тоже омбудсмен мог бы что-то заявить. То есть у нас, вот мы создали кучу институтов, а внутреннего содержания нет. Есть там автомобили, есть бензин, выделяемый аппарат, там, я не знаю, на командировки. Зачем вот это все? Объясните мне. Для чего это делается, если не для граждан? Вот у меня единственная вот эта проблема. Да? С этими иноагентствами я как-то проживу. Да? Наверное, как бы определили, да, даже иногда приятно, да, на родине почетной грамоты не получил, но там как-то определили, что, в общем-то, мой голос где-то слышат. Спасибо.